Добрый вечер. Каждый раз, третий раз уже с трепетом. Завтра мы открываем 16-й музыкальный фестиваль. Хибла Герзмава приглашает. Конечно, это самое главное культурное событие, которое происходит в нашей стране. Фестиваль, мы знаем, открылся в родном театре Хиблы, театре музыкальном, академическом Немировича Данченко. И по традиции последних лет он прошел в Швейцарии, мы тоже знаем. И, конечно, абхазская часть фестиваля всегда ждут с большим трепетом. И мне хочется сказать о том, что фестиваль, он занял особое место, мне кажется, в истории нашей страны, потому что, появившись сразу через несколько лет после войны, он задает очень высокий статус, культурный статус территории. И Хибла, мне кажется, это такой творец, художник, который не то состоялся и как профессионал мирового уровня, это одно, но очень сильно повлияло вообще на это музыкальное направление, и оно в Абхазии стало очень актуальным, потому что все хотят слышать оперу, все хотят попасть на фестиваль. Я очень рада приехать домой и открыть абхазскую часть фестиваля. Для меня это неотъемлемая часть моей жизни, потому как фестиваль родился здесь, и он, в принципе, абхазский фестиваль, который расширил географические истории своего фестиваля и границы, и рамки. Потому что у нас фестиваль интересный, у нас фестиваль друзей, и я очень счастлива, что у нас всегда очень интересная программа, всегда очень разная программа, насыщенная, и мне очень приятно, что фестиваль живет, растет. Вполне может быть, что нужно сделать какую-нибудь паузу, быть может, чтобы подышать. Но мы посмотрим. Я считаю, что 16-й фестиваль продолжается, и он продолжается очень красиво. В этом году приехали еще одни мои друзья, которые с удовольствием приняли участие, я думаю, что и примут участие в завтрашнем концерте, и приняли мое приглашение. Я им очень благодарна. Спасибо большое. И это вот Алексей Татаринцев и Агунда Кулаева. Агундочка немножко даже в какой-то степени моя сестра, потому что она осетинская сестра моя. Вот. И у нас очень интересная программа завтра, и настоящая программа, оперная, с оперными полотнами, и я думаю, что вам будет интересно. Хочу представить вам моего друга Юлиана Макарова. Человек служит много-много лет на телеканале «Культура», и нам очень приятно, и мы гордимся этой передачей «Герой дня». Я думаю, что и Абхазия знает, и смотрит эту передачу. И спасибо огромное, что он не первый раз и не последний меня. Сколько раз я там была, я уже не помню. Но передача всегда очень интересная, и что самое потрясающее, изумительный собеседник, и я тебя очень люблю за это. Спасибо большое, что нашел время, приехал. Великий маэстро Фабио Мастранджело, абсолютный итальянец, который говорит прекрасно по-русски, ну и по-итальянски чуть-чуть. Сколько мы лет дружим, я даже уже не помню, много-много лет. Я еще была очень-очень, по-моему, маленьким музыкантом, когда мы впервые встретились, и это всегда, это какой-то шлейф невероятного веселья на сцене, невероятной энергии, и я очень люблю с этим человеком работать на сцене. Я надеюсь, что у нас жизнь сценическая продолжится, и я очень рада, что он с нами на абхазской земле в драматическом театре будет стоять за пультом потрясающего оркестра «Музыка Вива» под руководством Саши Рудина. Спасибо, маэстро. Мили грация, море. Во-первых, я хочу сказать, что я восхищен энергией, которой обладает Хибла. Я ее давно знаю, и знаю ее как очень сильная женщина, сильная певица, сильный художник. Сегодня режиссеры просят такого, что вообще чуть не летаешь на сцену.
И плюс еще весь этот текст на разных языках, на итальянском, на французском, на немецком, еще, естественно, на русском и так далее. И они все наизусть это делают. Это просто надо уважать так сильно. И я люблю те дирижеры, которые уважают певцы. Потому что это самое сложное. То есть вместе с дирижерами это самая сложная работа. Страна чудесная. Мы с Юлианом, с которым тоже дружим, давно уже побывали на море. Правда, еще не успели купаться, но обещаем, что завтра утром еще это совершим. Очень... Я сам из Южной Италии, и, конечно, и по температуре, и по качеству людей, которые здесь живут, мне кажется, что есть много чего общего с южными итальянцами. Здесь очень такая атмосфера дружная, все хотят делать лучше, помогать, делать так, чтобы всем было хорошо. И поэтому мне кажется, что я могу изо всех сказать, что мы чувствуем очень как-то комфортно здесь. Мы чувствуем, что людям нравится, что мы приезжали, ожидают наш концерт. И, естественно, мы будем стараться максимально, чтобы выполнять их ожидания. Я хочу вам сказать, что я первый раз в Абхазии, и у меня была возможность появиться на фестивале в Швейцарии, и, безусловно, в Москве, и, в конце концов, в Карнеги-Холл не так далеко. Но вот в Абхазии я просто мечтал побывать. И я хочу вам сразу сказать, что меня совершенно поразило. Люди во всем мире любят шутить, любят общаться, любят, наверное, гостеприимно принимать своих друзей. И все это есть у вас. Но вот та черта, которая не выявлена, она не демонстрируется, но она у вас во всех есть. Это внутреннее благородство. Это потрясающая вещь, очень редкая. Не у каждого народа вот есть это от рождения, наверное. У абхазов это, безусловно, есть. Моя самая тяжелая ответственность и обязанность – это отказывать людям, когда меня приглашают на спектакль. Я просто не успеваю. Здесь это первый случай в моей жизни. И мне не то, что не стыдно, я с удовольствием это признаюсь. Я сам попросил Ивлу, мы сидели вместе в компании, говорю, я очень хочу приехать в Абхазию, просто мечтаю. И я счастлив, что это сбылось, и я счастлив, что вот сегодня уже на репетиции я снова услышал ее чарующий голос. Поверьте, вот можно все забыть. Вы спрашивали про проблемы и так далее. Этого ничего не существует, как только она выходит на сцену. Спасибо. Это событие, которое на самом деле помогает Абхазии преодолевать те сложности, в том числе связанные с восприятием Абхазии во внешнем мире, которые объективно существуют. У нас страна, к сожалению, не самая сегодня, да, богатая, не самая, у нас нет широкого международного признания. Есть некоторые факторы, которые снижают, знаете, имидж Абхазии в глазах международного сообщества, тех, кто за нами наблюдает, кто сюда приезжает. Такие события, как фестиваль Хибл-Герзмал, это действительно то, что делает для Абхазии гораздо больше, чем, наверное, деятельность многих органов государственной власти и госуправления. Это я вам точно могу сказать. Мне кажется, что вот то дело, чем я занимаюсь, оно для людей. Я не для себя пою, я пою для Вселенной. И если я делаю какой-то праздник дома у себя в Абхазии, я делаю это для людей, для Вселенной. Мне кажется, что это интересно для публики, если мы будем привозить что-то интересное. Еще у Хибли есть очень это качество, которое обладают только мало людей. Она исполняет каждую ноту, обожая каждую ноту. Она верит
в каждую ноту. И каждый раз она не только исполняет на сцене во время концерта, она репетирует. Она всегда ищет совершенство. И это знак, что она не хочет для себя это. Потому что мы знаем, мы все музыканты знаем, что где-нибудь есть совершенство. Да? А мы как-то, может быть, отсюда, может быть, оттуда. Не знаем как, ну, пытаемся очень часто. А вот Хибля очень часто достигает этого. И во время репетиции, и во время концерта. Так что вот это, я хочу сказать, что это очень важно. Все уже высказались на эту тему, я не буду повторяться, это действительно большое событие для нашей страны, и, естественно, хочется помочь всем, чем можешь в данном случае. И мы, правда, благодарны всем, ну, Хибле, безусловно, и всем ее друзьям, гостям, которые приезжают. И мы, я имею в виду всех людей, которые как-то причастны к этому фестивалю, мы понимаем его необходимость и нужность для наших людей. В связи с этим, наверное, я все же упомяну вот те проблемы, которые возникают, да, с посещением фестиваля. Ну, это суровая правда жизни. У нас в Абхазии, к сожалению, пока нету большого зала. Мы все прекрасно знаем, мы попробовали в прошлом году сделать большое мероприятие. И я хочу, чтобы это было понятно. 2500 людей посетило фестиваль в прошлом году. Это трудно назвать каким-то закрытым мероприятием. И Хибла, и все мы стараемся, чтобы как можно больше людей его посетило. Ну, существуют условия, в которых мы живем. Да? Пока это сделать сложно. Наверное, в будущем вопрос как-то будет решаться. В связи с этим хотелось бы, чтобы вот, ну, очень хочется, чтобы фестиваль сопровождался позитивом каким-то. Из 15 фестивалей Хиблы я была, ну, наверное, на 8. На остальных я была по одной простой причине. Ну, как-то не получалось. Вот я не достала билет. Да? Ну, в какой-то год, может, я была в отъезде, потом не достала билет. Но мне этого очень хотелось. Но я понимаю тех людей, которые действительно хотят и не попадают. Но я постаралась пережить эту драму жизни, поэтому и мне тоже хочется, чтобы люди... Я потом это увидела на экране и так далее, да. И действительно, как сказал Николай Владимирович, увидеть в этом позитивное. Музыка лечит, она дает возможность жить, я не знаю, как-то опосредованно переживать все то, что с нами происходит. И я уверена, завтра мы станем чуть лучше. И мне кажется, это вообще великая сила искусства.